проживал там у дьячка, учился грамоте и пел на клиросе. Проезжавший полковник Вишневский по дороге в Венгрию, покупатель двора вина, заехал в церковь, услыхал прекрасный голос Алексея и взял его с собой в Петербург для придворного хоропевича. Это было в 1730 году. В том же году царевна Елисавета, посетившая церковь в Зимнем дворце, попросила оберхофмейстера Левенвойда уступить Алексея для ее придворной церкви. Чрезвычайно красивый и статный, Алексей Разумовский понравился цесаревне. По восшествии своем на престол Елисавета Петровна, по убеждениям духовника своего Дубянского, сочеталась тайно браком с Разумовским в селе Перове, близ Москвы, и вслед за тем немедленно осыпала его богатствами и почетом. Из ничтожного казака, до того бедного, что мать его собиралась просить подаяние подобными, Разумовский по знатности положения своего и по грамотному богатству стал первым вельможею в России и принимал льстивые поклонения от родовитых. Из благоволения к нему императрица вывела взнать всю близкую родню его. Матери его оказывала она большое почтение. Меньшого брата Кирилла отправила для образования за границу, а по возвращении назначила президентом академии, а потом приказала избрать гетманом в Малороссии. Елисавета ревниво берегала честь этого возвышенного ею рода. В архивах сохранилось множество дел, производившихся в тайной канцелярии по распространению отзывов, оскорбительных для любимца государыни и для его родичей. Все разбирательства по этим делам оканчивались трагически, застенком, дыбою, кнутом, плетьми, батагами, шпицрутанами и, наконец, ссылкою на каторгу. Но сам Алексей Разумовский ничему этому не был причастен. По единогласным известиям современников, это был человек в высшей степени добросердечный, прямодушный, хотя подчас и вспыльчивый, но никак не заносчивый, не спесивый и потому всеми любимый, несмотря на то, что его низкое происхождение должно было возбуждать у одних зависть, а у других досаду. Много лет была императрица в согласии с Разумовским, но вот государыня приблизила к себе новое лицо. То был молодой и лучше воспитанный, чем Разумовский, Иван Иванович Шувалов. Вся семья Шуваловых принадлежала к родовому русскому дворянству и возвысилась только при вступлении на престол Елисаветы Петровны. Отец Шуваловых Петр Иванович женился на Маврии Егоровне Шепелевой, большой любимице Елисаветы Петровны, и это был первый шаг к подъему фамилии Шуваловых. Брат Петра Александр сделан был начальником тайной канцелярии по кончине генерала Ушакова. Рекомендации и ходатайства той же Мавры Егоровны возвысили родственника Петра и Александра Шуваловых Ивана Ивановича. Он получил при дворе сначала звание камер-пажа, потом камер-юнкера и, наконец, камергера. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда». Это был фрагмент книги Николая Ивановича. Родная речь. Знаешь, я тут платье купила. И что мне надо, как на это реагировать? Погоди, дело совсем не в платье. Я пришла в нем на работу. А мне одна коллега говорит, какое-то оно у тебя простенькое, наверное, не импортного производства. Да, вот это да. Я серьезно. Но дело даже не в том, что коллега, как у тебя, да, заговорила, а что простое платье ведь может быть очень элегантным. Дело в том, что просто так говорить нельзя. Импортное производство. Как так? Почему?